уважаемые соотечественники, 11 октября текущего года я ездил в Грозный на встречу с председателем парламента Чеченской Республики Даудовым Магомедом Ходжахмедовичем. Причина поездки моей в Грозный было крайне безответственное отношение должностных лиц органов государственной власти Республики Ингушетия к исполнению своих служебных обязанностей, к исполнению Конституции Российской Республики Ингушетия и других законов, обязывающих их защищать права и законные интересы ингушского народа. А поводом для поездки послужили неоднократные высказывания должностных лиц органов государственной власти Чеченской Республики о том, что земли, которые передаются сейчас по соглашению между Рамзаном Кадыровым и Юкуровым, никогда не были ингушскими, и что у ингушей нет никаких документов. Почему так сложилось? Все я подробно вам расскажу. В жизни происходят различные ситуации, вот примерно такого характера. Живет семья, отец, мать, дети. Наступает период, родители стареют, умирают. Дети начинают делить имущество, оставшееся от родителей. И не приходят к согласию при разделе этого имущества. Начинают ругаться, выяснять между собой отношения, рвут между собой связи, разъезжаются и прекращают свои родственные отношения. Несмотря на то, какие отношения у них не сложились после того, как они начали делить имущество, они являются братьями и сестрами. Я считаю, что аналогичная ситуация сложилась и между нашими народами. Кто бы как бы ни считал, как бы ни относился, чеченские и ингушские народы являются народами братьями. Мы имеем единое происхождение. Ежели эта ситуация такая, что бы ни получалось, не складывалось сегодня, мы должны думать о завтрашнем дне и строить свои отношения по-братски. Вот прошедшую пятницу имам центральной мечети города Назрань Тезырцалоев очень красиво, очень доходчиво объяснил, какова задача мусульманина по сохранению родственных отношений, по прощению совершенного и другие моменты, связанные с сохранением родственных отношений. Чеченцы наши братья. И я считаю, что мы должны во всех своих действиях хотя бы следить за тем, что мы говорим. Одна из ключевых задач – это не говорить ничего плохого, оскорбительного, говорить правду, отстаивать свои интересы, но делать это в рамках дипломатии. Вот исходя из этого, в связи с тем, что наши органы власти за все годы существования Республики Ингушетия никогда не предъявляли ни органам власти Чеченской Республики, ни федеральным органам власти доказательства того, что эти земли, о которых сегодня идет речь, являются ингушскими, и я посчитал необходимым, хоть один человек должен поехать и показать, вот вам документы, это ингушские земли. Изъявив такое желание, я позвонил помощнику Магомеда Даудова и сказал ему, что я бы хотел приехать и поговорить с председателем парламента. Он сказал, что перезвонит. Перезвонил и сказал, что Магомед Даудов готов встретиться в любое для меня удобное время. Вот в пятницу я выехал, в 2 часа я приехал туда, в парламент. По поручению Даудова меня встречал его помощник на развилке дорог Баку-Грозный. Выехали туда, встретили меня, сопроводили. Приехали в парламент, Магомед меня ждал, никого у него не было, ждать меня где заставили. Мы с ним разговаривали 3 часа. С 2 часов дня до 5 часов вечера. Моя задача была какова? Показать, что заявление должностных лиц органов власти Чеченской Республики о том, что передаваемые земли никогда не были ингушскими, не соответствует действительности. Доказать, что заявление о том, что у ингушской стороны нет документов, которые
которые бы подтверждали, что эти земли ингушские тоже не соответствуют действительности, что у нас есть большой пакет официальных государственных документов, которые свидетельствуют, что это наши земли. В течение этих 3 часов наш разговор проходил исключительно в доброжелательной, братской атмосфере. Никаких непонятных моментов у нас не было, потому что мы изначально не ставили цель портить тут же наши отношения и на этом заканчивать разговор. Все это время Магомед ни один раз не показал, что ему этот разговор уже надоел, что ему некогда, ни жестом, ни словом. Он предоставил мне возможность сказать все, что я хотел. Я думаю, вы представляете, что за 3 часа можно очень много чего поговорить. Значит, я показал ему документы, читал сам, просил его прочитать, показывал, что вот эти документы – это официальные государственные документы, это не газетные выступления, это многие из них ксерокопии первоисточников. Вот эти документы, поэтому изучите их, посмотрите, где чьи земли были и претендуем ли мы на чужие земли. И в заключение мы обратились к нашим народам с просьбой не высказывать в адрес друг друга неприятные вещи. Если есть проблемы, в спокойной обстановке обсуждать их и попытаться найти правильное, понятное для всех решение. Вот цель была моей поездки такова. Эту цель я достиг. И в спокойной, нормальной обстановке, поговорив в течение 3 часов, я приехал домой. Вот такова ситуация. И поэтому я бы просил тех, кто хотя бы чуть-чуть меня знает, никогда не сомневаться, что я буду делать, когда отстаиваю интересы ингушского народа. Это для меня святое, и в рамках действующего законодательства я всегда буду действовать, защищать интересы. И поскольку сегодняшняя вот эта запись будет выставляться в интернет, я бы хотел обратиться к жителям республики, которые вчера очень многие поздравляли меня с днем рождения. Большое вам спасибо за поздравления, за пожелания. Я желаю всем благополучия и успехов. Баракаллаху, вам спасибо за внимание.